Руслан, ну вот конец учебного года, все вошло в привычное русло, кажется, все забыли про удаленку, и в итоге она типа никак не повлияла на систему образования. Как можно об этом забыть? Вот мое личное твердое убеждение, что удаленка, это длилось почти год, негативно отразилась на качестве образования как школьного, так и вузовского. Это расхолаживает все-таки и педагогов, и учеников, все-таки нужен живой контакт. Руслан, но это уже была вынужденная мера, такой всеобъемлющий эксперимент. И вот интересно, все-таки вынесли какие-то уроки из этого эксперимента? Как удаленка повлияла на систему образования? Вот что интересно. Опять же, я уверен, что по удаленке предмет усваивается гораздо хуже. А вообще, конечно, удаленку по ЕГЭ считают, и мы скоро все поймем. Ну, с тобой могут не согласиться некоторые эксперты, но здесь есть о чем поспорить. Давай сегодня обсудим. Давай. Давай. Слухи о смерти традиционного образования оказались сильно преувеличенными. От цифровизации не спрятаться ни учителям, ни детям, ни родителям. Высокие баллы ЕГЭ – это прежде всего для себя. Легко сейчас, а после-то говорить. Насколько сложно вырастить, научить 100-бальника в сельской школе? Где же вы, Министерство образования, сделайте нам интернет? Будущие учителя боятся отчетности. Знаете, это просто надо любить свое дело. Первая проблема, которую выявило дистанционное образование в Башкирии, впрочем, как и во всей России, цифровое неравенство. Когда у одних изобилие провайдеров, а у соседей за 100 километров нет ни мобильной, ни интернет-связи. Во многих районах на селе плохо с интернетом и, соответственно, трудно с удаленными знаниями. Сложно забыть историю, когда дети в поисках интернета выезжали заниматься на автомобильную трассу, приходили в коровник. Посмотрим, обсудим. Не то что не пашет интернет, связи сотового элементарно нет. Пожалуй, в какой-нибудь другой деревне отсутствие сигнала и сети воспринимали бы не так весело. Но только не жители Мухаметова Белорецкого района. Здесь люди слагают об этом песни. Хотя в действительности связь здесь все же есть. Нужно только подняться на ближайшую гору, которую во время дистанционного обучения прозвали учебной. А это уже обычная школа в селе Ильино-Поляна Благовещенского района. Здесь все иначе. Уроки информатики теперь с высокоскоростным интернетом, который благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» должен появиться в каждой школе. Наши ученики, учителя начали участвовать в вебинарах онлайн, в различных мероприятиях, открытых уроках онлайн. Получается, что деревня Мухаметова и село Ильино-Поляна своего рода пример цифрового неравенства. Впрочем, некоторые населенные пункты стараются решить подобную проблему всеми возможными способами. Много способов искали, чтобы интернет подключить. Ага. Триколор искали, что искали мы там? Всякие, Билайн искали. Ага. Искали, вот и нашли вот это. О том, что не во всех деревнях в Куэргазинском районе есть качественный интернет, и эта проблема, власти озвучивали еще летом 2020 года. Что делает администрация? Администрация просит деньги. Администрация просит операторов сотовых зайти к нам в район, поставить вышки сотовой связи. Они говорят, нам это невыгодно, а мы просим, они говорят, нам невыгодно. В общем, это боль, которая тянется вот уже много-много лет. Кадры из коровника в Новомусино в соцсетях взорвали интернет и федеральные эфиры. Кто-то удивился, что деревня без интернета, кто-то тому, что интернет есть только в коровнике. Мы, родители, сами отсняли этот материал и сами отправили. Но родители что, придумку сделают? Ну, то есть расскажите, когда все-таки не ходили туда, в коровник? Суббота, воскресенье. А иногда из-за холодов пропускали уроки. Ну, учителя это понимали. Цель достигнута. После такой громкой огласки в деревню без очереди проложили линию высокоскоростного доступа в интернет. Настоящее благо цивилизации, как свет и газ. Теперь новомусинцы уверены, желающих жить в их поселке прибавится, а кто-то из детей, возможно, станет известным программистом. Через программу Zoom захожу на онлайн-конференции. По данным Минцифры республики, в Башкирии около 2000 населенных пунктов не имеют современного высокоскоростного интернета. В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в этом году власти республики планируют подключить к сети 262 малонаселенных пункта, а также обеспечить 100% школ. В текущем году завершается программа по подключению социально значимых объектов. Почти 1000 школ
будет подключена к сети интернет, и до конца 2021 года 100% школ будут охвачены услугами интернет. Подключение же осуществляется у нас в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Мы рассчитываем, что построенная инфраструктура даст возможность и дальше развивать сети мобильного и проводного интернета внутри населенных пунктов республики. 2020 год и пандемия заставили весь мир уйти в онлайн. Год назад эксперты в один голос утверждали, мир образования из-за дистанционки не будет прежним. Слухи о смерти традиционного образования оказались сильно преувеличенными. Но нельзя недооценивать и влияние удаленки на работу и сознание учителей и учеников. Да и на родителей это произвело неизгладимое впечатление. Какие главные уроки мы вынесли из образовательной удаленки? Помогает ли нацпроект образования вырастить 100-бальника в деревне? Как побороть цифровое неравенство между городом и селом? Эти и другие актуальные вопросы обсудим сегодня в программе «Честно говоря» вместе с Алсу Сликаевой и нашими гостями в студии. Итак, представлю их. Жанна Миникеева, начальник отдела Министерства образования и науки Республики Башкортостан. Айдар Сайгафаров, директор Республиканского центра развития талантов «Аврора». И Наталья Бадоля, руководитель молодежного технопарка Уфимского нефтяного университета, она же мать, как она любит себя называть в соцсетях. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый Здравствуйте. Как вы пережили удаленку, Наталья? Хорошо. Претензий нет? Ну, на самом деле. К образовательным процессам в школе? Как бы была ваша воля, вы бы ее продлили? Удаленку в образовании, я имею в виду. Частично да. Что вы имеете в виду? Есть такое понятие мобилизационные инновации. И во время пандемии очень многие ресурсы активизировались, оптимизировались, и в том числе в школьном образовании. И некоторые вещи стали удобнее в дистанционном формате, удаленном формате, скажем так, да, потому что дистанционные, удаленные немножко разные вещи. И мы с детьми, когда оказались в такой ситуации, понимали всю нагрузку учителей и немножко помогали сами себе дополнительными ресурсами. Мы поняли, что, в принципе, нам комфортно. Например, вот в деталях. Что именно? Какие ресурсы стали... Ну, это будет реклама допустим, разных платформ, которых на самом деле целый легион открылось и за последний год, и за предыдущие года, то есть их много. Хорошо. Учебных платформ Давайте много. вот от этого частного мнения, все-таки оно частное, да, перейдем к глобальным каким-то выводам. Какие выводы сделало Министерство образования? Это целая система, у нас 500 тысяч школьников, да, в республике. Какие выводы сделало из удаленного образования Министерство образования? Ну, самым главным уроком, наверное, для каждого явилась такая мысль, что от цифровизации не спрятаться. Ни учителям, ни детям, ни родителям, ни вообще всему тому, что вложено в понятие системы образования. Поэтому это здорово, что мы этот период выдержали и выдержали достойно. Чуть не сказали «выжили», да? Да, хотелось так сказать, потому что действительно была очень большая нагрузка и на учителей, и на родителей, и на детей, и на ту систему, которая повышает квалификацию. И это сделала в кратчайшие сроки, подготовив образовательные программы, подготовив нужные слова и собрав за короткий период, всего за неделю, практически весь контингент учительства. Сейчас как они себя чувствуют, вот те, как говорится, динозавры образования, которые в прошлом году наконец-то для себя открыли Zoom и вообще начали как-то в интернете больше себя проявлять. Вот что они сейчас говорят? Я хочу сказать, что сейчас практически ни одни курсы повышения квалификации, которые реализуются вообще в Российской Федерации, не проходят без сегмента в режиме онлайн. Понимаете? Это уже о многом говорит. Это говорит о том, что... Раньше этого не было. Конечно. Любой учитель, молодой он или в возрасте, стажист, да, он в любом случае, идя на курсы повышения квалификации, записавшись туда, во-первых, он регистрируется, как правило, сейчас в режиме онлайн и имеет определенный, я говорю уже, сегмент, срок, где он какие-то базовые знания получает онлайн, и только потом начинаются практические занятия, и где-то по необходимости выезд в институт повышения квалификации или в институт развития образования. Еще буквально год назад об этом и речи не было, да? Да. Айдар, пожалуйста, плюсы и минусы удаленки, вот с вашей колокольни. Ну, вы знаете, вот я считаю, что процесс, который произошел, это был неизбежный процесс на самом деле, и пандемия только ускорила этот момент.
где все почему-то начинают, кто-то негативно, кто-то положительно относится к дистанционному обучению, кто-то начинает винить классы, кто-то начинает винить учителей, что они не готовы, кто-то винит Министерство образования. Но, понимаете, такой период, как пандемия, должна была нам показать все минусы и дыры, которые у нас есть. Но они не потому, что мы такие плохие, не потому, что там в республике или в России все так плохо, да, а потому что действительно эти дыры есть, они должны были как-то закрыться. Они думаете, есть только у нас, они есть на Западе, они есть везде. Под дырами конкретно что вы имеете в виду? Ну, опять же, например, был вопрос о том, что в некоторых селах не хватает интернета скорости, да. Вот, пожалуйста, люди возмущались, говорили, где же вы, Министерство образования, сделайте нам интернет. Были там другие моменты, когда в классах или родителям не хватало там компьютеров, оборудования, чтобы они выходить на обучение. Опять же, были виноваты все. То есть здесь дело в том, что чтобы на это обратить внимание, должно было что-то произойти, понимаете? И нужно было найти системные вот Конечно, такие да. дефициты, чтобы дальше вот как раз и Наверное, работать. нехорошо так говорить, но если бы не было пандемии, надо Да. было что-то подобное придумать, да? В тех школах, где, допустим, действительно хватает учителей, где сильные учителя, возможно, вопрос именно физического присутствия на уроке очень важен. А в тех районах и селах, а их у нас как Вы бы знаете, немало. легко об этом говорить в столице, в мегаполисе, где нет проблем с интернетом. А вот но я вам говорю, как мы человек... знаем массу историй, где школьники сельские испытывали серьезные проблемы с этим. Да, здесь соглашусь, потому что в предыдущей передаче на эту тему мы как раз и говорили, сидели с представителем Минцифразвития и говорили о подключении к сети интернет, и отдельных квартир, и отдельных школ, и отдельных сел, и все равно, есть же подвижки в этом. Сдвинулось же, конечно. Когда, например, в каком-то селе не предполагалось в этом году подключение к интернету, но мы вместе с родственным уже После теперь нам после условного ведомством, коровника это начало двигаться быстрее. это начало двигаться, и без плана в некоторых селах появился высокоскоростной интернет. Но вот в Башкирии проводят периодически различные конкурсы для школьных работников. Впервые в этом году назвали имя лучшего директора школы в Уфе. Давайте посмотрим сюжет и продолжим разговаривать об образовании. Своим званием лучший в республике директор школы Наталья Перфилова гордится и в то же время смущается от внимания журналистов. Чувствуете себя директором года? Директором года? Вот теперь чувствую, когда такое внимание. А так, конечно, я думаю, что каждый из нас директор года, потому что приходится столько решать проблем ежедневно. Проблемы в этой обычной средней школе в Черниковке, как и у многих, хозяйственные. Например, не хватает финансирования для капитального ремонта. Зданию 58 лет, и строилось оно как военный госпиталь. И, конечно, в этом смысле не отвечает требованиям современной школы. Зато оборудование в кабинетах сверхновое. Мультимедийные доски с выходом во всемирную паутину, персональная лаборатория для уроков физики, химии и биологии. А еще 3D-принтер, 3D-сканер. Помимо современных кабинетов есть даже своя типография. Даже у самых юных учеников персональные планшеты. Задумали-то мы, конечно, только 3D-принтер, а получилась у нас целая лаборатория, да? Целая 3D-лаборатория, да. То есть Наталья Юрьевна у нас сама следит за новинками образования и информационных технологий, и нас еще пододвигает под все открытия. Сверхновое школьное оборудование школа хоть и получает по национальному проекту и грантам, но участие в них сложный и трудоемкий процесс. И без активной работы директора школы получить финансирование невозможно. На самом деле лучший учитель, руководитель учит не только детей, но так как мы подчиненные, да, вот благодаря ей мы, вот, наверное, вот такие продвинутые. Потому что если бы не она, то вот этих компьютеров, наверное, в нашем классе и не было бы. 32 года Наталья Перфилова работает учителем русского языка и литературы. Участвовать в профессиональных конкурсах – это ее увлечение. Она среди первых участвовала и победила в конкурсе за звание «Лучший учитель года России». Сейчас с удовольствием готовит и консультирует своих коллег. Вы знаете, это просто надо любить свое дело. Поэтому тогда это не кажется, что это очень много и очень большая нагрузка. Тогда это все идет с удовольствием. В эту школу 112 Наталья Юрьевна пришла сразу после института. Директором стала 8 лет назад. И сразу лучшим директором, по мнению ее учеников и коллег. Айдар, у меня вопрос по кадрам. Как вы видите сейчас, насколько молодые люди готовы идти быть учителями? Я вам скажу, как выпускник педагогического вуза, как человек, который не пошел работать в школу, к сожалению, наверное. Почему? Ну, смотрите, когда я учился на 5 курсе, мы спросили у целой аудитории, кто хочет работать учителем. Примерно руки подняли, наверное, 80-90% выпускников. Мы спросили, а кто пойдет работать?
Тогда подняли примерно, наверное, процентов 5-10. А если бы было тайное голосование? Нет, ну вот тут, Нет, в здесь принципе, все-таки скрывать было они нечего. голосовали правильно. Они хотят работать учителями, но не пойдут работать учителями. Почему? Понимаете? Почему? Мы спросили, почему вы не хотите туда пойти работать. Они сказали, что их не устраивает нынешняя система образования в связи с тем, что якобы помимо преподавания им нужно писать отчеты. Их пугают отчеты. Все, это единственное, что их пугает. И они не хотят идти работать в школу. Если придя сейчас в БГПУ, на что бы вы настраивали выпускников? Какие бы слова вы нашли и желали бы им быть учителями? Вот если бы прямо сейчас с моим сознанием я вернулся бы обратно, то, конечно, я их настраивал бы идти в школу. И Какие бы слова вы им нашли? Вы знаете, возможно, наверное, одним из моих предложений, из моих смыслов это было как раз-таки в том, что все равно учитель это некий, так скажем, такая героическая специальность, которая готовит будущее поколение. Но этим, к сожалению, молодежь сейчас не возьмешь. Нет, я с вами не согласна. Ну, ребят, на самом деле, вот пандемия, нет худа без добра, она очень серьезно подняла престиж профессии медика и педагога. Вот это вот мы четко видим. Потому что самые безответственные родители поняли, насколько это сложно. Даже самые безответственные родители поняли, насколько это сложно преподавать. Учить. Я считаю, мне почему-то кажется, что в ближайшее время, не знаю, возможно, пройдет какое-то время, 5-10 лет, когда, как в западных странах, да, или даже там далеко не нужно ездить, в ближайших странах, профессия как раз-таки медика и учителя является самым высокооплачиваемым и самым престижным считается. Если ты работаешь или врачом, или учителем, то ты все. Ну, у тебя мы все к есть этому, преференции. мы к этому идем, да? Можно я вмешаюсь в разговор? Мы идем. Меня очень сильно зацепила такая фраза, что будущие учителя боятся отчетности. Вот это просто миф. Это просто некий слоган, который кочует из учительских уст в другие уста. Откуда рождается эта отчетность? Учителю ничего не надо писать, кроме своей рабочей программы учителя и календарно-тематического планирования, которое является, опять же, частью этой рабочей программы. То есть ему фактически нужно написать, чему он будет учить в этом учебном году, и по каким дням, по каким темам у него будут проходить уроки. Вот это единственный главный документ, который обязан вести каждый учитель. Это инструмент, без этого качества не будет. Жан, я прошу Понимаете? прощения, даже вот мы неоднократно, то есть даже постоянно слышим от педагогического состава жалобы, будем так прямо говорить, честно говоря, жалобы на обилие отчетности и бумажной волокиты. Вот, а вы спросите учителя, какую он отчетность и кому он ее сдает. И получается, что речь идет не о министерстве, не об отделах и управлениях образования, а о нерадивых завучах, которые вместо того, чтобы собирать в начале года это разом и владеть этой информацией, каждый раз дергают учителя. О нерадивых заместителях директора по воспитательной работе, который не может организовать должным образом работу и бесконечно дергает классного руководителя. Понимаете? Все лежит во внутренней организации образовательного процесса каждой школы. Если директор и завучи профессионально заинтересованы в максимальном освобождении учителя от этой нагрузки, они это реально делают. Я считаю, что роль директора и завучей именно в организации образовательного процесса. Наталья, что чтобы хотела максимально освободить от учителей от ненужной работы, нужно для этого хорошо потрудиться администрации школы. Да, я хочу вернуться в самый первый вопрос, в начало разговора, да, как процесс удаленного обучения отразился лично на нас. Вот я поддержу в данном вопросе Жанну Вильямовну. То есть весь на нас, на преподавателях или на родителях? На нас, как на родителях. На родителях. Весь внутренний преподавательский хаос был виден, что называется, изнутри. Одному преподавателю на одно, да, то есть на один ресурс надо на почту скидывать, второму нужно WhatsApp, третьему нужно еще куда-то, четвертый исключительно через классного руководителя общается, не напрямую. Я уж не знаю, в чем сложность там у преподавателя ОБЖ, например, сделать отдельный 150-й чат. Четвертый там еще что-то, хотя есть Discord. Аврора работает прекрасно в Discord. Это программа вообще, которую изобрели геймеры, потому что там, по сути, такой онлайн-школа. Там все есть. Там есть можно по классам, по кабинетам, по предметам, по полочкам все разложить, там все будет храниться, и не надо вот делать вот эти
150 ресурсов. Ладно, у меня старший ребенок взрослый, я ему сказала, говорю, ты самостоятельный человек, разберешься сам, кому что там надо, у меня нервная система. Наталья, под словом внутренний хаос все-таки что имеется в виду? Отсутствие организации или недостаточная организация? Что? Я уверена, что здесь отсутствие, наверное, какой-то психологической устойчивости, да, которая привела к тому, что вот внезапно начали плодить сущности, хотя можно было сесть и вот как-то оптимизировать процесс и сказать, что вот, ребята, вот есть какой-то там, откроем, давайте одну электронную почту на весь класс, да. Туда там складываем, там заводим какую-то каталогизацию, то есть какая-то систематизация документа оборота, это простой на самом деле Наталья, вопрос. вам, наверное, сейчас педагоги скажут, вам легко сейчас, а после-то говорить, задним умом-то все крепки, а нам-то тогда было сложно. Когда без объявления войны внезапно все это обрушилось. А никто не умаляет достоинства любого учителя, который вел те уроки. Неважно, первый раз он сел за компьютер и проводит урок в режиме онлайн, или уже это для него была практика. Все мы им глубоко благодарны. Понимаете, это все действительно, как вы говорите, это почувствовали на своей коже и дети, и родители, и сами учителя. Спасибо, мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Вот то, что реально всегда меня беспокоит, вот как устранить эту несправедливость и сократить дистанцию между городской и сельской школой? Все-таки условия неравны. Но деньги нужны. Деньги нужны. И какие деньги? Огромные деньги. Ну вот в этом и помогает национальный проект образования. Кстати, наш проект, да, вот как раз у нас Министерство образования в гостях, давай обязательно об этом обсудим, что и как мы можем получить. Главное, какой выхлоп. Файда в чем? Файда. Смотрите во второй части программы. Легко сейчас, а после-то говорить. Насколько сложно вырастить, научить 100-бальников в сельской школе? Высокие баллы ЕГЭ – это прежде всего для себя. Вот этого молодого драйва не хватает. Пандемия и именно дистанционное обучение позволило нам очень хорошо вырасти. В эфире БСТ программа «Честно говоря». Сегодня мы обсуждаем школьное образование. Какие уроки сделаны из пандемийного дистанционного обучения? Башкирия в числе лидеров, получающих федеральную поддержку в рамках национального проекта образования. Речь идет о миллиардах рублей. Что на них делается и как это помогает учиться детям, посмотрим, обсудим. Это 4-я школа в Раевке, одна из сильнейших в республике. Ежегодно отсюда выпускаются 100-бальники по ЕГЭ и победители олимпиад. Высокая поступаемость в вузы. Заслуга и учителей, и учеников, и администрации школы. Педагогов мотивирует современное оборудование, которое учебное заведение получило по нацпроекту и стало отличным дополнением к традиционной схеме обучения. Это, естественно, новые уже система обучения, новые методы образования, где ребята дополнительно занимаются с помощью вот даже 3D-принтера, виртуальная реальность. Ребята на уроках биологии уже могут посмотреть как бы изнутри все это, не только на картинке, но и виртуально все это увидеть своими глазами. Ученики этой школы покоряют вершины космоса виртуально, благо позволяет цифровое пространство. Мультимедийные доски, принтеры, ноутбуки, легко трансформирующиеся в планшеты, видео и аудиоаппаратура. Все это национальный проект образования. Любая работа, как бы, получается, ребенок чем-то не занимался, она все равно в жизни пригодится. Мы, занимаясь робототехникой, мы применяем практически все отрасли жизнедеятельности. Мы, получается, паяем, пилим, сверлим, конструируем, моделируем. И все это, получается, в жизни все равно когда-нибудь пригодится. Если 4-я школа славится 100-бальниками, то в Раевской башкирской гимназии кладезь олимпиадников. В 2019 году на базе нашей школы внедрена цифровая образовательная среда. Наша школа получила 2 интерактивных комплекса, 30 планшетов, 6 ноутбуков. Эти интерактивные комплексы позволяют развивать информационную культуру, позволяют развивать способности наших ребят, в частности, одаренных ребят. Занимаются с использованием новых технологий тут как старшеклассники, так и те, кто только начинает путешествие в мир науки. Как говорит учитель башкирского языка, тут готовятся будущие чиновники. Я придумала сама интерактивный кружок, контент называется «Я учу башкирский язык». И здесь дети, кроме тех предметов, тем, которые проходят на уроке, здесь дополнительно еще и занимаются и учатся загружать, отвечать на вопросы и отправлять учителя на проверку.
Регион старается сделать так, чтобы в каждой школе были комфортные условия для учеников, быстрый интернет и самое современное оснащение. Ведь неважно, в большом городе живет ребенок или в небольшом селе, качественное образование должно быть везде. А вот вопрос, может быть, Наталья здесь поддержит. Как вы видите систему образования, государственную систему образования? Насколько она должна быть крепкой и качественной, чтобы не тратиться на дополнительное образование? Или все-таки на дополнительное образование нужно тратиться всегда, если ты хочешь более высокого хочется уровня? спросить, неминуемо ли дополнительное образование? Смотря что вкладывать в понятие дополнительное образование. Если мы говорим о дополнительном образовании в отличие от основного общего, или мы говорим о репетиторстве? О чем мы говорим? Нет, кружок танцевальный – это дополнительное образование? Нет, я все-таки про репетиторство, наверное, больше имею в виду, но мы же не репетиторы, у нас дополнительное образование. Нет, вообще Алсу, как родитель, который прошел историю с ЕГЭ, репетиторство для подготовки к сдаче ЕГЭ – это неминуемо. Можно я и этот миф развею? Я понимаю, что это очень наверное, малочисленная история. В Уфе и в Башкирии есть в Уфе школы, в которых не нужны репетиторы. Вот моему ребенку в 9 классе. Можно быть, нам повезло. Надо дойти до 11 класса. Я думаю, что и в 11 нам тоже так же повезет. И считаете, что таким должны все базовое техническое, математическое образование у моего сына абсолютно конкурентоспособное на федеральном уровне, потому что я, в общем-то, убеждаюсь в этом. Я вижу, на каких олимпиадах он участвует, что у него происходит. Но при этом нужно понимать, что он занимается там в тех же дополнительных центрах математического, физического образования по несколько Надо понимать, часов. что его мама нагружает его дополнительным образованием. Мама абсолютно на 150%. нет. Мама мотивирует, мама создает среду. Продолжая тему бюджета и денег, Жанна, продолжая тему бюджета и денег, есть такой национальный проект «Образование». Что от него реально получает республика и в чем это выражается? Я буду говорить на свою любимую тему, потому что наш отдел курирует такое замечательное мероприятие, которое входит в региональный проект «Современная школа». Это создание, обновление материально-технической базы сельских школ и школ малых городов. Мы третий год подряд создаем в сельских школах и школах малых городов центры образования «Точка роста». Сколько денег каждый год на это тратится? Смотрите, в 2019 году на каждую точку роста было потрачено 1 800 000 на каждую точку роста. В прошлом году эта сумма была чуть-чуть пониже, 1 300 000. И в этом году 1,5 миллиона идет на каждую школу. За 2 предыдущих года 175 школ сельских, я подчеркиваю, сельских, получили оборудование по направлениям технология, ОБЖ, информатика. С этого года концепция этих центров немножечко изменилась. И с этого года еще 207 школ получат оборудование по направлениям физика, химия, биология, технология. Жанна, информатика. Зависит ли это, все школы имеются в виду, малокомплектные, полнокомплектные? Да, но они должны быть сельские, либо они должны быть расположены в малых городах, то есть городах, где население менее 50 Жанна, тысяч. вот скажите, пожалуйста, насколько сложно вырастить, научить 100-бальника в сельской школе? Это зависит от многих факторов. Вот опять же, если мы идем к корням, это зависит от условий, от кадров и от самой мотивации ребенка. Это есть, это существует. Мы с Алсу предварительно разговаривали, и я ей такую вещь сказала. В 2017 году лидером в подготовке олимпиадников, эффективным лидером, был Альшеевский район. Ни Уфа, ни Стерлитамак. Это были обычные сельские школы Альшеевского района. Айдар, вы видите среди тех воспитанников, участников Авроры сельских детей? Конечно. Вот качество можете оценить? Вообще вот эти точки роста, вы следите за тем, кто откуда, что влияет на их образование?
Как-то Вот. можно проанализировать вот эту ситуацию? Именно влияет ли все точки роста, то, что есть в всех школах, на обучение, на качество обучения ребенка, я сказать не могу. Такой статистикой мы не владеем. Я могу сказать, опять же, только от имени Авроры, своей колокольни, да, что да, действительно у нас есть определенные инструменты, и у нас есть определенный ресурс отслеживания ребенка. И вот вы, задавая вопрос о том, что, возвращаясь опять к самому началу нашего вопроса, пандемия, плюсы и минусы, есть еще один большой плюс. Например, мы с Авророй, совместно с Авророй и с вузами запускаем проект «Аврора ВУЗ». В чем основная фишка этого проекта? То есть Аврора курсы, где ребенок обучается, мы делим это по районам, да, каждый район выбирает себе направление, и мы даем их статистику им, то есть по классам, по школам. Далее есть Аврора Олимпиады, совместно, в ближайшее время будет Олимпиада совместно с нефтяным университетом, тоже будет статистика детей. Далее более узкая воронка, это уже Аврора Взлет, где учатся прям самые, так скажем, оставшиеся сливки, которые хотят именно идти по направлению, там, учитывая, что мы и курируем не ЕГЭ, а все-таки ВСОШ, Олимпиаду школьников, идут в это направление. Далее, совместно со Стерлитамакским филиалом нефтяного университета во главе с господином Доминевым мы сейчас открываем в 11 районах предуниверсариум. То есть конкретно мы приезжаем туда, там будут оформляться классы совместно с нефтяным университетом и Авророй. Будет готова площадка Аврора УГНТУ, где ребенок с 7 по 11 класс будет готовить себя к поступлению. Вы знаете, сейчас у зрителей возникает вопрос, а как попасть в Аврору? Просто набрать нас на сайте. Вы знаете, есть такая штука, называется интернет, просто набирайте avroracenter.com. Дальше все есть. Вот просто вы можете войти в любой проект. То есть отправить заявку, вы можете на сайте выбрать. Вы можете на сайте выбрать. Можно добавить avroracenter.com/start. Это будет просто электронные визитки. Вот все, что я вам сейчас рассказал. То есть, говоря спортивным языком, у вас такая школа Олимпийского резерва, да? Ну, не совсем. И у нас есть мнение выпускников разных школ Башкирии, как они оценивают уровень своего образования. Посмотрим, обсудим. По знаниям как-то мне все хватало. Единственное, что, конечно, было плохо, то, что у меня не было ассоциации с университетами. То есть я знаю, что у многих школ, например, в Уфе или в других крупных городах, таких как Стерлитамак, есть ассоциации с университетами, им, например, проще готовиться к Олимпиадам. Поэтому с позиции Олимпиад мне было достаточно непросто. Но если брать единый государственный экзамен, то все знаний мне хватало. То есть нам давали хорошую базу в моей школе. На данный этапе, как мне кажется, в большинстве школ нет таких условий, чтобы заинтересовать учеников, замотивировать их на самостоятельное изучение материалов. Но это, наверное, в большей степени зависит от учителей. Мне вот в школе повезло. Вот мне привили любовь к физике, и мне захотелось не только готовиться к ЕГЭ, но и больше развиваться. Я ходила к репетиторам по предметам, которые я сдавала. Каждую неделю занималась, сама дома занималась, прорешивала варианты. Без этого, мне кажется, никак. Но мне кажется, высокие баллы ЕГЭ – это прежде всего для себя, так как когда ты получаешь высокие баллы, это показывает твои старания, переживания тоже, конечно, сюда входят, но труды, которые ты вложил в себя, твои родители, и вот это все. Есть такое выражение, да, Алсу, цыплят считают по осени. Образование, особенно в выпускных классах, считают по ЕГЭ. Вот удаленка, почти целый год. Как вы считаете, Жанна, это создаст какие-то трудности? Это осложнит сдачу ЕГЭ школьников? Нет. Во-первых, я хочу сказать, что очень важный период, который попал под удаленку массовую, 4-я четверть, она нисколько не помешала выпускникам 2020 года успешно сдать экзамены, поступить в вузы, получить, соответственно... Год назад. Да, год назад. Да, сейчас на 2021 год есть определенные изменения, в том числе в пороговых значениях предметов. Понизились? Да? Повысились. Еще и повысились. Да, конечно. Вот. И мы даже в этих условиях не ожидаем какого-то резкого падения качества. Потому что очень много сделано именно благодаря вот этому принятию дистанционного обучения. Мы практически, наверное, с конца года, где-то с декабря, ведут у нас в режиме онлайн консультации для выпускников 11-9 классов наиболее маститые, наиболее качественные учителя. Бесплатно? Бесплатно, в режиме онлайн. Резюмируя сегодняшний разговор. Да. Все, что ли? Коротко, пожалуйста.
все-таки в нескольких тезисах уроки и выводы, которые в сфере образования надо было сделать и сделаны после удаленки. Жан, о многом вы уже сказали, но все-таки вот подытожить. Что нужно сделать? Какие выводы сделаны, да? И что нужно еще сделать? Материально-техническое обеспечение школ, чему помогает здорово национальный проект образования. Повышение квалификации педагогических кадров и привлечение туда молодых специалистов. Вот этого молодого драйва не хватает. И расширение возможностей системы дополнительного образования. Исчерпывающе. Айдар. Но я считаю, что один такой вывод, который я могу сделать, это то, что пандемия и именно дистанционное обучение позволило нам очень хорошо вырасти. И очень даже на хорошем уровне, на хорошем качестве. Это я вам говорю как человек, который конкретно занимался дистанционным обучением детей. Говорить о кончине, смерти традиционного образования, наверное, рано еще? Вы знаете, оно вряд ли умрет, оно может немножко оптимизироваться и видоизмениться по-другому, да, стать. Я не знаю, что будет. Как это будет в ближайшее время, я не знаю. Возможно, на следующий год будут другие тенденции, и оно немножко изменится. Но в любом случае обучение пока остается обучением. Традиционно остается традиционным. И говорить о том, что оно уже в предсмертной агонии, еще рано. Понятно. Наталья. Нельзя планировать один раз и на всю жизнь. Возникают ситуации, когда нужно имеющийся опыт уметь трансформировать. Нельзя отказываться от полученного опыта, потому что не должно быть все зря. Нужно лучшее забирать дальше в трансформацию обучения. И не забрасывать то, что уже наработано. На самом деле дистанционное удаленное образование сделало районы и удаленные территории ближе. Произошел эффект сжимания, мы на самом деле стали ближе, мы можем друг другу помочь. Для этого не надо сейчас тратить часы на дорогу. И дополнительное образование получило второе дыхание. Я считаю, что сейчас начнется десятилетие эра дополнительного образования. В этом я абсолютно уверена. Не только у школьников, но и... И от, наверное, яслей до пенсионного возраста. Потому что всем стало очевидна польза и эффект от этого, да? Да, что и в постоянном доступность и возможность каждому найти что-то свое. Абсолютно каждый может найти в интернете свое, если знать и уметь это находить. И это позволит обновлять свои навыки, знания и компетенции в режиме практически непрерывном всю свою жизнь. Но учитывая бигдату, интернет уже знает, что нам нужно. И само предложит нам. Да, рекомендательная лента, да. Уважаемые гости, огромное вам спасибо за то, что вы пришли, за конструктивный, эмоциональный и, главное, честный разговор. Спасибо большое. Зовите еще. Спасибо вам. Руслан, когда живешь только новостями, мир видится более пессимистичным, и школа, и учителя в том числе. А когда вот видишь такие истории, как сегодня были у нас в программе, удивляешься, по-хорошему удивляешься, почему ты этого не знал. Это касается любой сферы, пока не начинаешь в нее глубже вникать, и все кажется там либо слишком плохо, либо несерьезно. А я сегодня в очередной раз убедился, что в любом деле важны конкретные люди. Руслан, ведь на энтузиазме без финансовой поддержки далеко не уедешь, и здесь есть над чем работать. Например, развивать интернет в деревнях. Цифровое неравенство – это такая грустная реальность, которая так же бесит, как и медленный интернет. Не все же сельским ребятам по коровникам мыкаться, на самом деле. Чиновникам из Минцифры и бизнесменам-провайдерам стоит поучиться этому энтузиазму у простых учителей. Тебе слово. Твои слова бы да им в уши. Честно говоря, цыплят по осени считают, а удаленку по ЕГЭ. Там и станет понятно, кто за каким монитором сидел зимой. А вообще нет худа без добра. Вынужденное зум-образование подвинуло государству к латанию черных дыр в цифровом пространстве, чтобы сельские школьники не ловили нужную сеть в ближайшем коровнике. До свидания, берегите себя и своих близких, и бесплатного вам Wi-Fi. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.